Максимально знать свои цифры. Мы просто хотели невидимую конкуренцию создать. Волну вот эту вот поймали. Ее надо было сразу. А как контролировать удаленно, чтобы и показатели не падали? Инна даже полы мыть не доверяла. Нервные, не выспавшиеся, да? Знаешь, люди говорили, что тебе полнота идет. Мы вместе сбросили 56 килограмм примерно. Это большой город, много мошенников вообще. Практически никакой разницы запускать в Якутске в Алматы нету. 4 месяца вообще не работали. Всем привет, меня зовут Джилустан Тобун, я бизнес-консультант и основатель консалтингового центра FocusPro. Мы занимаемся консалтингом, консультацией для бизнеса по части управления маркетингом, финансами и командой. И при этом мы в последнее время понимаем, что заниматься только бизнес-процессами этого недостаточно для развития бизнеса. Очень много есть тонких нюансов по части мышления, партнерства, балансирование, семья, бизнес, работа. Очень много таких тонких нюансов, которые сложно понять сразу как в формате консультаций и обучений. И поэтому мы решили запустить такой подкаст, где будем приглашать предпринимателей, которые выросли до определенного уровня и которые готовы поделиться своим опытом, как они строят свою жизнь, партнерство, семью и как вообще двигаются, развиваются, в каком направлении. И сегодня мы решили пригласить семью Борисовых, Инну и Дениса. У них салонный бизнес, салоны красоты. Один в Якутске, один в Казахстане. Они 1 год назад открыли в Казахстане. Я был на вашем открытии филиала в Казахстане. И 2 салона BB-студии. Суммарно площадь 400 квадратов. Это довольно огромный бизнес, много филиалов, и при этом они успевают контролировать это все удаленно из Казахстана, жили сколько-то месяцев в Таиланде. И я вот вижу, как они успевают и бизнес, и при этом контролировать семью, детей. У них 3 ребенка, и вообще удивляюсь, как у них это получается. Ну, у меня пока в голове не складывается, потому что у нас только первый ребенок родился, еще FocusPro, то есть один условный филиал, чуть-чуть есть в Казахстане, один ребенок, и нам уже как-то сложно. А как вот с таким масштабом работать, мне пока непонятно, и поэтому мне будет очень полезно узнать ваш опыт. Расскажите, пожалуйста, вашу историю вкратце, буквально минут 5, с чего начинали? Я вообще по образованию инженер по землеустройству, 6 лет училась, 4 года в Якутске и 2 года в Москве. И параллельно занималась слэшмейкерством, это наращивание ресниц. Это была моя подработка, мои карманные деньги, еще и старалась родителям помогать с 1-го курса. С чемоданчиком ходила по общежитию и предлагала свои услуги. Начинала я тогда с 500 рублей. По возвращению в Якутск я должна была найти работу по специальности, не нашла. И поэтому мне пришлось уйти в бьюти-сферу, потому что у меня уже наработанные клиенты были свои. И тогда, я помню, у своей подруги сняла комнату, 8 квадратных метров примерно, и работала на себя. Потом, спустя некоторое время, она мне предлагает, так как она родила ребенка, она говорит, я уже не могу этим заниматься, это была детская парикмахерская, и она говорит, сними все помещение, это было где-то 50 квадратных метров. Это все было лет 10 назад, да? Это было в 2017 году. Ага. Я сняла помещение 50 квадратных метров, и случилась наша долгожданная беременность. Меня положили на сохранение, и стал такой вопрос. Либо мы закрываемся, либо же я привлекаю к работе Дениса. Вот. Он-то всегда работал по специальности все это время. И мы выбрали второе. Первый сотрудник это была хейр-стилист, по волосам. Она по сей день с нами работает, за что мы ей очень благодарны. В то время, в 2017 году, мы вообще не знали, что такое делегирование, и полы мыла, и клиента встречала, страницу тоже вела. И как я легла в больницу, наняли администратора, появился клининг, и так пошло-поехало. И потом уже в 2017 году, в конце года, мы 2-й филиал открыли. К этому как пришли? У нас CRM-система была уже в 2017 году, потом какая-то лояльная система тоже была. Мы первые, кто придумал спа-ритуалы по волосам по фиксированной стоимости. Это что такое спа-ритуал по волосам? Уход для волос и стрижка туда входит. Вот. И это все было по фиксированной стоимости, как акция. Мы первые, кто так сделали. Первые, кто
страницу начал вести с таким красивым визуалом, вот, и такой ажиотаж немножко случился. И вот в этих 50 квадратах мы приходим, и вообще негде было сесть. Тогда у нас идея была, Денис такой говорит, все, надо срочно нужно второй филиал открыть. У вас, получается, один филиал открыли и сразу в тот же год открыли второй филиал, да? Ничего себе так быстро. Да, потому что, мне кажется, волну поймали? Волну вот эту вот поймали. И надо было сразу. С точки зрения маркетинга сумели понять тренд, волну и акции конкретно придумать, да? Больше акцента было на визуал именно, мне так кажется. Страницу же вначале я вела, я помню, еще первое время я не могла довериться. Кто будет вести страницу? Инна даже полы мыть не доверяла. Кто будет клиентов записывать? И вот нашли второе помещение с черновым ремонтом. Мы там все заново опять начали. Так как у нас первое помещение был уже готовый, парикмахерская детская была, там хоть какой-то ремонт был, мы просто его так косметически сделали, обновили, там декор сделали. А со вторым мы так основательно, у нас черновой ремонт, там перепланировку, дизайн сделали. Все с нуля. Так появился второй филиал. И мы решили его назвать по-другому. Первый у нас InStyle, а второй Beauty Bar. А в чем разница принципиально между ними? Разницы нет, мы просто хотели такую невидимую конкуренцию создать. И клиенты даже не знали, что это одни владельцы. Но мы не афишировали нигде. Думали, сделаем конкуренцию, почему нет? Будет еще новый игрок на рынке. А название BB – это просто расшифровка нашей фамилии, сокращение. Борисов и Борисов. InStyle – это слово «Инда». Да, InStyle от имени. Beauty Bar – это BB мне брат предложил. InStyle мы еще давно название это же придумали. В 2010 году еще мы придумали это название. Он помог открыть сайт, где посетители могли оставить заявку, указав свой номер телефона. Это было в 2010 году. Я их обзванивала, выезжала к ним на дом, либо же у себя дома принимала. 2010 года по 2017 ты сама как... Я училась же. У меня цель была закончить учебу, найти работу по специальности. Мастер по наращиванию ресниц была как подработка просто. Насколько я помню, Денис, ты совсем недавно, же несколько лет назад, ты ушел с основной работы же, да? Нет, я и до сих пор не ушел с работы. В смысле, ты работаешь-то? Я в отпуске по уходу за третьим ребенком. Получается, ты там работал и работаешь, и какие функции ты несешь в салоне? Я лицо, принимающее решения в части развития. Стратегии, масштабирования. Часть маркетинговых задач, продвижения. Мы оба в маркетинге участвуем. Еще я по хозяйственной части, по ремонту, по строительству, по оснащению. Ты больше за что, Инна? Я больше за креатив, тоже маркетинг, за команду, за качество услуг. Я за финансы еще. Да, он за финансы еще, да. Вообще всегда советуемся друг у друга. Хоть и у нас есть четкое разделение ответственности, но всегда мы советуемся друг с другом. И потом к одному мнению приходим. Мы же малый бизнес. Мне почему-то интересно, потому что на самом деле многие же хотят работать с мужем, женой в партнерстве, но у многих на самом деле не получается. Допустим, у меня с женой вместе работать вообще не получается. Сразу начинаем ссориться, потому что у нас, видимо, слишком похожий склад ума, то есть и видим с одной стороны, а у многих они видят с двух разных сторон, видимо. И поэтому мы сразу начинаем ссориться, и поэтому мы приняли решение, что совместный бизнес не будем делать, возможно, в будущем это мнение поменяется. И у многих получается, не получается, и только у малого количества людей получается. Даже если получается, то все равно это влияет на семейные отношения, потому что все равно бывают ссоры и конфликты. А у вас как получается? Так что я вижу в Инстаграме, что у вас есть с точки зрения и семейных отношений как-то баланс вы держите, и в работе вы держите. В чем секрет? Правильно сказал, это баланс, рабочее время и нерабочее семейное время. Мы в семейное нерабочее время вообще мало говорим о работе. Каждый может думать про себя и параллельно какие-то на вопросы отвечать в своем телефоне, но обсуждений такого нет.
все рабочее время, на все рабочие процессы и работы, рабочие часы. Возможно, так тоже, что вот работа, ты вышел из дома, все, работаешь. Пришел домой или начался вечер, взял, собрал детей, все уже начались семейные. Я даже не знаю, нет никакого секрета. По идее же тоже дома надо с женой договариваться. Да мы Все эти всегда вопросы. обсуждаем, Да. мы никогда не молчим, слушаем друг друга, планируем. Я никогда об этом, кстати, не думал. В чем это Я секрет? тоже почему-то об этом не думала. Как-то идет все. Ну, вот, допустим, у нас, я вырос в семье предпринимателей, у меня родители предприниматели. И всегда дома во время ужина, обеда, завтрака, обсуждение про работу, короче. И у меня всегда вот с детства такое, что домашние дела — это как будто все равно бизнесовые дела. Я вырос вот в такой среде, например, да. И поэтому мне хочется дома прийти, тоже обсудить это с женой. Короче, если бы она была бизнес-партнером, я бы очень много обсуждал. Но она в них теме была, да, бизнеса. У вас же не всегда, наверное, было так, балансирование эффективно. Да, В какое-то время по-любому были И вот сейчас, может, тоже. сложные времена были. Вот расскажите про самые сложные времена, в какой период у вас были? Ну, Во время ковида. Мы тогда сидели дома, не выходили. Я была беременная и как раз родила, когда все было закрыто. Наверное, это был самый такой сложный период в нашей семье, потому что мы, походу, находились в некой депрессии. Вообще, у нас по внешнему виду, можно было сказать, мы такие прям упитанные были, нервные, не выспавшиеся, да? Ковид, вся эта новости, атмосфера, ну еще и работа. Так как я только родила, на мне была ответственность с рождением ребенка. И я ему тогда сказала, кто-то же подпольно типа работал. Я ему говорю, нет, мы работать точно не будем, потому что если вдруг что-то случится, это мы будем виноваты. И поэтому мы... Но мы не работали. Да, не работали. Приняли решение не работать. Кто-то из мастеров хотел работать, кто-то дома хотел работать. Мы против этого не шли воли. Главное, что вы у нас сейчас не работаете, салоны закрыты. Из девочек кто-то брал оборудование, мы не против были. Берите оборудование, работайте, если вы хотите. Тогда вы полгода вообще не работали? Я не помню, сколько точно. Это, по-моему, не полгода же было, а меньше, кажется. Но мы в тот момент как выкрутились, потому что у нас аренда же идет, как бы мы там, не только да. аренда, вообще другие финансы тоже. И мы тогда придумали продавать расходные материалы и уходовые средства для Да, на домашнего доставке использования. работали. На доставке. Продавали шампуни на доставке, продавали расходные материалы. Ну, помнишь, продавали же маски? Вот, Перчатки. Это же наше основное. А у нас как раз по деятельности был склад свой расходников этих. Перчатки и немножко. И мы это продавали. И поставщики уже были, по сути, вот. И мы эту продажу наладили. Вот. То есть все равно аренду платили, и вы так заработали на работе? Да, были платежи, не только аренды, были еще обязательные платежи. Пытались закрыть вот эти вот наши расходы. Аренда чуть была ниже, потому что арендодатели сделали скидку на этот период, пошли навстречу, но все равно суммы были обязательные какие-то. Вот, и арендные тоже не 100% скидка была. И в то время у вас было 2 филиала, потом открыли после этого 3-й филиал, Да. После ковида. Что обычно мешает предпринимателю дальше расти в продажах и в прибыли? Это, конечно же, команда и управление командой, потому что чем больше сотрудников, тем больше нюансов, тем больше процессов, чем больше контроля, и уже предпринимателю даже физически сложно контролировать каждого сотрудника. Из-за этого прирост замедляется, останавливается. Но если есть желание, можно с этим справиться. Что для этого сделать? Нужно все рабочие процессы разделить на этапы, и на каждый этап, на каждый процесс ставить конкретные измеримые показатели. И на основе этих показателей делать собрания, планерки и ставить конкретные задачи. Лучше контролировать на основе показателей, потому что иногда мы доверяем сотрудникам на основе их эмоций и их мнений. А по факту бывает совершенно другая картина. А показатели, они всегда показывают реальную картину, и на основе этого можно трезво, разумно мыслить, управлять и делегировать. Мы в Focus Pro как бизнес-консультанты специализируемся на
управлении бизнес-процессами на основе показателей. И можем здесь и вам помочь. И мы решили для нашей аудитории сделать бесплатную консультацию по оцифровке основных показателей по управлению маркетингом, продажами, персоналом и финансами. Для этого напишите слово «консультация» по ссылке в WhatsApp снизу и получите бесплатную консультацию. Я считаю, что салоны красоты – это довольно конкурентный бизнес. Огромная конкуренция, и многие стараются, у них не получается. То есть через наши консультации довольно много разных организаций проходит. И у многих бывает так, что вот маленький салон, там выручка, условно скажем, 700 тысяч в месяц, там мастерам 350, 50 расходники, аренда, реклама, там СММщик, администратор, там чистыми остается максимум 100 тысяч. И потом предприниматель думает: зачем столько ответственности, столько людей, столько процессов? Лучше я всех уволю и на дому буду принимать как мастер, например, да? Вот у многих, но чтобы им перескочить на следующий уровень, чтобы хотя бы чистыми 300 получалось и с командой, там им же нужно где-то, я забыл, но где-то 1,5-2 миллиона делать, и чтобы было нормально и по зарплате, и по площади, и по рекламе, и по прибыльности. И многие вот этот переходный этап не могут дойти до такого оборота. Вот можете сказать, как люди опытные в данной сфере, какие 3 ключевые фактора нужно суметь в салоне красоты, чтобы преуспеть, чтобы получилось так? Инна сказала уже один фактор ключевой – это делегирование. В любой сфере предприниматель все сам делает, начинает. Начинать надо, наверное, самому. Потом нужно все делегировать. Ты просто перегоришь, не сможешь все сделать, и плохо будешь делать свою работу. Научиться доверять людям, быть спокойным к тому, что люди будут ошибаться и косячить. Со временем этого меньше будет. Постоянное развитие не только в салонах, но и в руководителях. Те же путешествия, да? Тоже какие-то навыки получать. Да, постоянное развитие. Вот на чем мы еще... Быть постоянно в тренде. Наш принцип. Ага. Мы всегда учимся. Мы от мастеров, всех наших сотрудников на учебу отправляем или мотивируем учиться, потому что без этого никак. Тренды. А вы постоянно отправляете в Москву, да, учиться? Нет, есть же сейчас онлайн. Если есть возможность у нас какая-то, мы отправляем человека. Мы недавно, это в Алмате было, была возможность, мы отправили сотрудника, мастера, колорист, парикмахер, отправили в Турцию. Там пятизвездочный отель. Да, там был отдых как раз и учеба. Съезд, в сфере мастеров, директоров. И мы сами не захотели просто ехать и отправили ее. И в рамках этого съезда был мастер-класс по стрижкам. Есть такой талантливый преподаватель Осипчук. На нашем примере мы могли остановиться на 1-м филиале, не открывать 2-й. У нас могло быть так, что все так сидели на ушах, в салоне места нет. Но это же не всегда так будет. Если есть возможность, нужно дальше расти и развиваться. Допустим, все равно мне непонятно. Допустим, я предпринимательница, у меня маленький салон красоты, выручка 700 тысяч, расходы 600, чистыми 100. И то идет на кредиты, которые я взял на открытие бизнеса. Как мне быстро сделать так, чтобы получилось 1,5-2 миллиона в месяц и чистыми 300? Вот что для этого? То есть делегировать что на примере ей нужно в первую очередь? Те задачи, которые не влияют на какие-то показатели, они важны. Те же самые мыть полы. Или работа администратора, записывать клиентов, или вести страницу. Текучку быстро делегировать и контролировать так, чтобы это было все эффективно, и за счет этого выросли доходы. Наверное, еще и дисциплина в нас. У нас, например, нет полноценного отдыха и дня. У нас в выходные дни там тоже работа есть. И когда мы уезжаем тоже на море, там, допустим, да, тоже же постоянно работаем. Дисциплина-то есть у нас в работе. А работа это вы что делаете, допустим? Контроль. Это контроль за исполнением работы. Контроль каких-то показателей или просто общение с администраторами? Общение. И контроль за выполнением задач. А вы ставите какие-то контрольные задачи и потом смотрите, сделано, не сделано, да? Ежедневно, постоянно. Ежедневно. Всегда на связи. А сколько в среднем тратите на работу время? В день, час, 3? С 9 до 6 рабочее время. Понятное дело, возможно, в это время я встречаюсь с кем-то, обедаю, тренируюсь. Но и после 6 я думаю о работе. Часто. Раньше детей тоже думаю о работе.
потому что ты не успеваешь сделать все вот это. Я просто думал, вот из Инстаграма, да, запрещенного в России, что у вас максимально все делегировано, условно, у вас собрание планерки раз в неделю, и этого достаточно. Все равно ежедневно контролируете, да? Конечно, ежедневный контроль каких-то показателей. Тогда у меня вот такой вопрос. Вы же последние 2 года в основном же удаленно контролируете и Якутсши, да? Ну вот у многих по-любому есть такое, что нужно находиться физически там каждый день, и хотя бы раз в неделю и так далее. А как контролировать удаленно, чтобы качество не утерялось и показатели не падали? Что для этого важно? Есть человек, который ответственен за... Вот, если я не присутствую, Инна не присутствует, есть человек, который присутствует и взяла на себя обязательство выполнять свою работу. Ты работаешь уже с ней, на связи с ней. Вот. Есть там показатели, которые ты смотришь и спрашиваешь у нее, так ли это или нет. Запрашиваешь фото и видеоотчеты. Встречи, зумы, общение с командой. И мы всегда есть в группах рабочих. Вот, допустим, по маркетингу мы там есть, в группе администраторов мы есть, даже в группе колористов есть мы. Ну, как бы, чтобы мы в курсе были всегда. Работа в CRM-системе. CRM-система для салонов красоты – это журнал записи электронный. Ты видишь записи, ты видишь вот, допустим, выручку. если удаленно контролировать, но если показатели падают, там что-то происходит, не то, это же сложно удаленно понять, в чем причина. Вы это как узнаете? CRM-система. Мы видим, что записи упали, смотрим показатели наших охватов. Инстаграм, 2GIS. Оцифровка бизнеса важна. Да. Почему? Потому что если контролировать удаленно, иногда сотрудники говорят, что здесь не то, здесь не все, что-то не получается, все сложно и так далее. А когда оцифровка есть, тогда все видно прозрачно сразу. И поэтому можно уже сразу понимать, что случается не так, и вот это обсуждать уже с управляющими, с маркетологами, например. И еще, наверное, это цифры, знание своих цифр. Продолжая отвечать на твой вопрос предыдущий, как у нас так получается, это оцифровка, знать свои показатели, максимально знать свои цифры. И благодаря этому и удаленно получается работать. Работа в CRM-системе. CRM-система упрощает жизнь предпринимателя. Ты открываешь ее, и там все показатели, в принципе, видны. Ты по вкладкам нажимаешь, ты не работаешь в Excel, не суммируешь, не строишь эти формулы, на листочке не записываешь, не спрашиваешь у кого-то постоянно. В CRM-системе это есть. И если у меня выручка падает, я задаю вопрос, почему. Я смотрю, какие охваты у меня, у источников. Скорее всего, если выручка упала первая, значит, у меня упали охваты. Я работаю с охватами. Если с охватами все нормально оказалось, может быть, это не сезон. И нужно поработать над акциями. Потому что салон красоты считается это сезонным бизнесом. А есть причина, что выручка упала, какие-то мастера ушли в отпуск. Еще многие, там, допустим, ушли в отпуск. Люди же все любят отдыхать в одно и то же время. По идее, лето, там, зима или там, каникулы в какие-то определенные времена. Вот. И это тоже надо этим управлять по-хорошему, что все разом не уходить в отпуск. Короче, по показателям больше Денис, я так понял. Он все контролирует и цифры, и понимает. Но не все цифры. И какие-то цифры Инна контролирует. Может быть такое, что вообще качество и сервис упал. Может быть такое. И надо с этим. Ты смотришь, охваты хорошие. Реклама идет. А может быть такое, кстати, что менеджеры по продажам, у нас это администраторы, они записывают клиентов, они слабо работают. Ты открываешь Инстаграм наш, салоновский, там много неотвеченных комментариев или сообщений. И ты видишь, что вот, оказывается, дыра. Мы просто их не отвечаем и не записываем. Или отвечаем плохо. Поэтому оцифровка очень важна, чтобы для масштабирования, для контроля качества и всех процессов очень важна оцифровка. Так, еще вопрос такой. Вы открылись в Казахстане, в Алмате год назад ровно, да? Объясните вначале, почему решили там открыться, в какие были сложности, нюансы открытия филиала в другой стране? Мы сначала поехали в отпуск туда. Город вообще понравился. Страна, природа. И тогда у нас уже мечта такая появилась. А что, если здесь открыть салон? И мы когда вернулись с отпуска, несколько ночей я еще прям бредила. Думала, прикинь, откроем салон там. Мы любим путешествовать и мечтали всегда переехать в то место, где лучше по условиям. Тоже боялись, там, убеждения, страхи. И мы сначала в отпуск поехали в Алмату, Казахстан. И там нам
так сильно понравилось, что захотели туда переехать. Ну и это вообще место, которое похоже на наше. Раньше же одной страной были, там люди похожие на нас, мы говорим на одном языке, мы внешне похожи, законы все похожи, и это меньше стресса. Нам тем более с 3 детьми вообще, нам не надо куда-то переезжать, по идее. А мечта-то осталась. Вот. И решили туда переехать, попробовать. Недалеко. Туда всего-то лететь с пересадками в сумме там 5 часов. А решили переехать после СВО и все-таки до СВО? Ну это да, это все сошлось на СВО в это время. Вообще СВО же на самом деле ускорило реализацию мечты переезда многих людей. Очень многих людей. Ну, многие думали, а потом фам, сразу резко. Ну, фактор такой тоже сложился. Вот, а так у нас 3-й ребенок родился, вот, и мы решили, почему бы нет, когда, если не сейчас, была мечта. Надо ее кстати, вообще, реализовать. Да, а почему мы выбрали в Алмату поехать-то отпуск тоже, из-за перелета? Реально, я же тогда только родила, ребенку 3-му был месяц. Подумали про перелет, в часах именно, сколько лететь. И поехали туда еще море же. Да, на море еще захватили, Каспийское море. Вот, в отпуск сначала слетали, проверили, как там. Все понравилось. И потом уже решились открыться. И какие были сложности? Это для нас переезд такой, первый уровень сложности. Так и заниматься там делом для нас первый уровень сложности. Мы решили, если мы там можем жить и хотим жить, почему нам не открыть здесь салон красоты и заниматься делом? Наша сложность в том, что у нас большая семья, многодетная, 3 детей. Мы когда приехали, воодушевлены были открытием, летели туда, а приехали, столкнулись с трудностями бытовых вопросов. Мы первое время переезда, 4 месяца вообще не работали, не занимались этим открытием. Думали уже, домой что ли поехать. Решали, в общем, трудности. Мысли были у меня в голове. 3 маленьких ребенка, им всем до 7 лет, по-моему, да? Они все дошколята, да. И мы еще в этот период еще ветрянкой все заболели. Да, сидели дома все. Да. И потом, когда решили бытовой вопрос, уже все ускорилось, да? Да, мы выбирали район, где будем жить, нашли квартиру, наконец, хорошую, нашли садик хороший для детей с хорошим питанием. У нас же проблемы еще были всякие по питанию. Да, по внешнему виду так было видно. Да, и решали свои эти проблемы внутренние. Это же все тоже влияет на работу. На свое состояние наше, и это все отражалось в работе тоже. Вот это же как тыл, не знаю, как заниматься своим делом, бизнесом, работой, если у тебя дома не очень все хорошо. Мы это все делали сначала, а в чужом городе это еще сложнее, когда у тебя нет родных. Сначала фундамент заложили. Да, такой фундамент. Дети устроили им досуг, времяпровождение, нашли себе район. В этом же районе, нашли район и в этом же районе решили открыть салон. Посчитали, что перспективный. Они открылись в одном из самых классных районов Алматы. Твою это Да, там вообще классно, сам район классный, у них очень классный салон. Там, я был на открытии, ремонт вообще на высшем уровне. Мне кажется, в Якутске такого нет, по-моему, да? С таким ремонтом. Не знаю. Нет, мне кажется, есть. На высшем уровне мне показалось. Я не любитель посещать салон, просто я не целевая аудитория, но сделано очень с душой, на уровне и классный ремонт. И такой вопрос. Сейчас после 1 года открытия, после расчета финансовых анализов и финансовых показателей, в принципе, прибыльность такая же, как в Якутске, больше именно прибыльность или меньше, там какие нюансы есть по этой части? У нас все похоже вообще. Да, и такая же финансовая модель. Но там же аренда выше, чем в Якутске. Аренда? В Алматы в целом. Аренда чуть выше, но в целом также. Такую же арендную ставку можно найти и в Якутске. Но мы же, кстати, решили же этот салон сделать выше, премиум. Да, Если в Якутске у нас как-то не делится же на сегменты, эконом, средний, премиум, а в Алмате это делится и чувствуется. Цены вообще разные. Можно найти услугу себе очень дешево, можно вообще запредельно дорого найти. И мы подумали, что привлечение одного клиента нам будет стоить, наверное, одинаково. И расходы, они все одинаковые, постоянные. И мы решили войти в высший сегмент, ближе к премиуму. Допустим, в Алматы с наймом персонала были какие-то проблемы или так же, как в Якутске?
Все по обработанному сценарию. Вот. То есть практически никакой разницы запускать в Якутске в Алматы нету? Или все-таки есть разница? Есть нюансы. Открытие бизнеса по шагам все одинаково. Может быть, есть нюансы какие-то в плане законов, но законы тоже, они очень похожие. Мне просто говорили, что, ну скажите, это так или нет, вот, что в Казахстане люди менее обязательны, чем в России. Из этого там тянут сроки, допустим, ремонта чуть дольше, чуть хуже и так далее. Такое есть или все-таки это стереотип какой-то? Мне кажется, стереотип. Мне кажется, это все-таки из-за того, что это большой город. Это большой город, много людей там приезжих, много мошенников вообще. Мы когда знакомимся с людьми там, все нам говорят: осторожно, остерегайтесь мошенников. Вот. Даже в части бытовухи тоже, когда квартиру снимаешь, тоже сталкивались с таким. Да, и есть такое, что люди тянут, сроки подводят. На каких-то людей тоже наткнешься, на каких подрядчиков. Но у нас тоже такое было, что нам сроки тянули. Но мы к этому были готовы. На самом деле и в Якутске также. На самом деле и в Якутске также. Так, а у вас в планах есть масштабирование InStyle в Казахстане? Мы хотим дальше масштабироваться. Вот. Если в Якутске мы работаем над повышением услуги, над повышением качества услуг, в Алмате надо масштабироваться. Рынок такой, просто надо масштабироваться. Я думаю, да, там хороший потенциал. То есть, мне кажется, даже в рамках Алматы можно 10 филиалов открыть? Даже в рамках Алматы 10 филиалов. Я смотрел анализ рынка, смотрел конкурентов. И я видел, мы же в 2017 году начала салоны в Якутске развивать. А в Алмате тоже есть сети, с 2017 года занимаются, у них там десятки салонов. Вот как раз. Хотите второй филиал там открыть в ближайший год, через год? Хорошо, если мы в этом году начнем работу. И, кстати, я хотел сказать, что мы на собственные деньги, без привлечения инвестиций. Но в Алмате я чувствую, что нам нужны инвестиции. Нам нужно привлекать. Если мы хотим строить сеть, то нам нужно привлекать инвестиции. Мы никогда такого не делали. Меняем стратегию. Если у вас окупаемость до года, можно же без инвестиций, а просто за счет заемных средств, на самом деле. Либо заемных, с привлечением каких-то денег сторонних. Заемные, но в Казахстане мы еще не изучали вопрос кредитования, потому что мы же не граждане. Смотрите, мне кажется, на самом деле СВО для бизнеса чем-то помог с точки зрения ускорения масштабирования в другие регионы. То есть, условно, из-за СВО только и из якутян, мне кажется, минимум 10, даже 20 предприятий открылось в Казахстане. Еще по другим странам, наверное, 100 организаций открылись, допустим, да? И при этом ускорил процесс. Мы же в Сахаларе, якуты, слишком законсервированы в Якутске, условно. А потом все сразу сейчас масштабировались, и сейчас уже обитают по всему миру и так далее, тусуются в Таиланде, в Казахстане, в других местах. И сейчас они огромный обмен опытом сделают, и потом самое лучшее все равно будет в Якутске развивать, условно, да? И мне кажется, это сделало классный толчок и ускорение. То есть везде есть и плюсы, и минусы. И сейчас многие по-любому или уже сделали, или думают над масштабированием в других странах. Какие бы вы дали 3 ключевых совета? Что важно перед тем, как открываться в другой стране? Первое – это заложить фундамент, чтобы бытовая часть не мешала. Идти до конца, нужно терпение, нужно обладать каким-то активом. Потому что нам, по идее, мы открыли филиал, он работает 1 год, но все равно сложно. Это новый рынок, у нас нет имени там, у нас нет базы и ни клиентов не было, и базы мастеров не было. Нас никто не знал. То мы держимся лишь на своем опыте. И если у нас там все получится, мы планируем дальше открывать города и страны. Мы на этом учимся. Мы сейчас не получаем какие-то доходы оттуда, какие-то деньги, но мы получаем опыт открытия в другой стране. Потому что много людей вообще советуют: открывайтесь там в США, салон красоты там стреляют, там, в Дубае, да? А я не был в США вообще. Как я там салон буду открывать? Я там никогда не был. В Дубае я был однажды, но тоже не знаю. Смогу ли я там жить? Надо приехать сначала туда. А все так говорят, но все равно же не все же бизнесы работают дальше. Где-то же выходила статья, но это была, не знаю, мировая, может, российская, что там 80% в малом бизнесе, которые открываются в первый год, они закрываются в этот же первый год. Она же распространяется и на США, и Дубае тоже.
И Казахстан как раз нам даст уверенность, что мы можем дальше идти. У нас нет такого актива открываться далеко. И мы должны там еще присутствовать. Это все-таки... Это сейчас мы сюда приехали, в Якутск, живем удаленно, управляем филиалом в Алмате. Но мы там год прожили, сейчас выехали. Тогда у вас в планах сейчас дальше развиваться в Казахстане и жить в Казахстане? Да, пока так. Вы же опробовали жить и в Казахстане, и в Таиланде. И какие плюсы Казахстана увидели для жизни, для бизнеса в целом? Нравится природа, люди, отношение к детям, инфраструктура очень развитая. Ну, я добавлю, я к этому все согласен. Вообще Варламов, блогер есть такой Варламов, ну, знаете, он включил Алматы в топ-10 городов мира. Да, это его список, топ-10 городов. На 10-м месте Алматы. Вот где он был, везде, его в список лучших городов. Из-за природы и из-за инфраструктуры, велодорожки, вот это все, и из-за потенциала развития города. Вот мы вот прожили там 2 года. Вот он как приехали мы, да, в 22-м, и сейчас 24-й, он за эти 2 года даже поменялся. Растет постоянно. Развивается. Еще мне нравится в том, что, ну, для нас это, для союзных государств, что там просто легализоваться. Ты можешь устроиться на работу туда, можешь открыть свою компанию, ты можешь, уровень образования и уровень медицины, он схож на одном уровне. Ребенок может бесплатно обучаться, ребенок может бесплатно, ну, ты можешь пользоваться их медуслугами тоже, если ты прикрепишься. Да. Ну, если ВНЖ получить? Нет, даже без ВНЖ, я слышал, да. Ты можешь страховку покупаешь недорогую. Тогда образование тоже для всем бесплатно, да? Да, ты можешь. Там есть, конечно, вот в этом тоже плюс. Там есть и общее образование. Ты можешь пойти в школу. Знакомые ходят в бесплатную школу. Или там есть выбор большой, платного обучения. Находиться, может, даже проездом, если ты туда приехал, ты можешь там находиться 3 месяца. Без визы, без ничего. Плюс еще страна, она недорогая. Ну, это все плюсы. Вот. То, что приехал, как будто одна страна. Я добавлю людей. Я, короче, там жил суммарно 2,5 месяца, по-моему, да? И что мне понравилось? Да, вот одна ментальность. Это условно, как будто всех якутян переселили в горы, условно, да? Якутск на максималках, говорят. Якутск на максималках. И гораздо больше людей, гораздо красивее, теплее и так далее. И как будто ты живешь, в Якутске, но просто в другом месте. Общение такое же, люди даже более открытые, приветливые. И когда ты говоришь, что что-то якут вообще сразу там брат, туда-сюда, короче, вот такое. И вот, да, вот у них очень есть теплое отношение к детям. Реально, вот гораздо даже больше, чем у нас в Якутске. Ну и, видимо, я вот понял, что у всех тюркоязычных народов, оказывается, вот такое есть. Мы были в Турции, тоже вот эркинчика в день поднимали где-то 7 человек и целовали, короче. Очень любят детей. И во всех тюркоязычных странах. В других странах почему-то не очень, такого не наблюдаю. Очень холодное отношение к детям. И в Алматы тоже это очень сильно развито. И в целом Алматы, Казахстан, мне кажется, имеет огромный потенциал. Там и рынок растущий, это центр Центральной Азии, это между, условно, Дубаем, арабскими странами, Россией и Китаем. Мне кажется, там что-то будет. Да, вообще. И Алматы – это столица реально Центральной Азии. Да. Мы были в Ташкенте в этом году. Столица Узбекистана. Но тоже хороший город. Но Алматы, он, конечно, по показателям лучше. Вообще, другая тема про здоровье. Я вот наблюдаю в Инстаграме, как... кстати, мы сделаем не ссылка, а вот страница Дениса и Инны, и они рассказывают про, как они меняют свое здоровье, питание, и они вот последние годы сильно же там в этом заморачиваетесь и уделяете внимание. Для меня это большая проблема, потому что я вообще запустил свое тело, здоровье, и сейчас хочу как-то в эту сторону смотреть, хотя бы смотреть в эту сторону. Не уверен, я буду сейчас прокачиваться или нет в этой части, но хочу вот этому уделить больше внимания, потому что все равно тело влияет и на разум, и на дух, и на все остальное. Вот расскажите, вот что у вас было раньше, и потом какая у вас была трансформация, и сейчас как следите за здоровьем? Как мы к этому пришли? Все из-за переезда.
мы переехали туда. Здесь нам помогали всегда бабушки, дедушки. Нам, если там ребенок заболеет, допустим, мы привлекали помощь их. Переехав туда, мы же одни остались, а нам-то работать надо. Мы подумали, что нужно в первую очередь подумать о нашем здоровье и организовать постоянное посещение садика. В этом нам еще, кстати, помог садик, который мы нашли. У них метод такой, что они основываются на питании. У них меню от нутрициолога идет. И это все как бы в один момент, в один период все случилось. Во-первых, у нас тоже состояние было не очень. Мы там первое время кушали много. Видимо, заедали стресс. И режим дня тоже. Мы поздно вставали. Было же такое, да, что мы поздно вставали, и потом еще и нервничали там, что мы мало чего успели. Поэтому мы решили наладить питание наше, режим дня, распорядок. Нашли садик, и мы решили, что мы работаем прям усиленно именно в этот период, с 9 утра до 6 вечера. А после мы посвящаем свое время детям. А вот спорт, он уже немножко чуть позже пришел. Через месяц где-то так, да? Сначала мы взялись за питание, там исключили молочку, сахар, потому что это все напрямую влияет на иммунитет. Ну, вот эта вся кишечная система. Дети стали меньше болеть и постоянно ходят в садик. Соответственно, мы и работаем. То есть мы более эффективны. Вот, да? У нас не прям все так строго. Конечно, мы там с друзьями видимся и так далее, да, и их дети берут сладости, мы прям так сильно тоже не отказываем, ну, потому что все равно ребенок же стрессует от этого, от отказа. И в основное время мы стараемся там сладости не брать какие-то. Раньше постоянно с Денисом я там говорила, что у нас конфет нет дома, надо заехать. И мы прям заезжали в магазин, покупали там, даже в оптовке брали, да, киндеры там. А сейчас у нас такого нет. И в этот период, когда я вообще весила 105 килограмм, мы вместе сбросили 56. Ну, я 36, он 20 килограмм примерно. Тогда я думала, как я такая, мне всего лишь там 30 лет, и я уже себя плохо чувствую. Я там не могла на стул нормально залезть, там что-то достать сверху, уже коленки, короче, болели. И я подумала, я не хочу быть таким примером для своих детей. Ну, как бы спорт, здоровье нужно прививать с детства. Образ жизни вот этот. С детьми мы начинали, я купила онлайн-марафон, и мы дома перед телевизором занимались все вместе. Ага. Да? Так вот вместе постепенно, без какой-то строгой диеты, постепенно начинали. И вот так понемножку мы изучали этот вопрос питания. И не все сразу исключили, конечно, а постепенно, с меньшим стрессом. Потому что бывает же, есть такие примеры, наверное, вот человек бросил там, на истинный путь захотел пойти. Купил абонемент в зал годовой, купил там спортивное питание, тренера, может, нанял. Начал бегать, купил спортивную одежду, там все выкинул из холодильника. В этом режиме месяц живет там. Строго а так. Потом возвращается сразу. У меня тоже такой был период просто. Я про себя рассказываю. Я весил 90, мой пик был 95. У меня сейчас 95. Да. Мне еще, знаешь, люди говорили, что тебе полнота идет. Вот так говорили. И оправдание сразу, да, нормально. Да. У меня друг спрашивает, что ты потолстел, из-за чего? Я говорю, из-за счастья. Пью колу, закус, ну что-то вот в таком роде. А это, оказывается, не было несчастье, это наоборот стресс. И мы поняли, что мы теряли на этом энергию свою. А нам нужно ее сохранять. Нам не то, что сохранять, нам нужно еще и копить, и черпать где-то, да. Вот, и взялись за питание, что, оказывается, питание это много чего дает. Вот. А вот как вы сейчас наблюдаете питание, как влияет на, состояние здоровья, как влияет на другие факторы жизни? Работу, эффективность, там, отношения. Кстати, мы еще, когда вот поехали на зимовку в Таиланд, я там забросила немножко, старалась как-то придерживаться, но у меня там и постоянно мороженое ели из-за жары, и на фрукты подсели каждый день. И я там очень сильно набрала, почти не занималась вообще спортом. И я прям чувствую, что я постоянно хочу спать, и энергии мало. И вообще какая-то, да, вялая была.
Вот. И когда вернулись в Алматы, я сразу же вошла в прежний режим. Вот 3 раза занималась спортом с тренером. И вот как-то вошла в эту колею снова и почувствовала, что спорт дает мне много энергии и сил для работы и вообще в жизни. Смотрите, вот я вот наблюдаю, что у вас есть сильная поддержка и в семье друг друга, и в бизнесе, и в других сферах, да? Все-таки у меня вот в тот же самый вопрос. В чем секрет вот того, что вы как-то вместе делаете совместный бизнес, совместные проекты, допустим, по здоровью, да? В семье получается все. Вот все-таки что-то есть такое. Я сейчас не могу понять. Ну и вы сами тоже не понимаете, Влади, в чем. Походу, да. Или вас это кажется чем-то простым. Возможно, у вас изначально это было бы заложено в ваших отношениях. Вот какие у вас есть отличительные черты в ваших отношениях, если смотреть относительно других? Мы же еще с Денисом по гороскопу рогатые вдвоем. Постоянно спорим. Обсуждаем. То есть все равно у вас споры есть в семье? Есть, конечно, да. Не все идеально. Но есть же выражение: в спорах рождается истина. Вот. Мне кажется, мы потому что постоянно говорим друг с другом. Потому что есть пара, где кто-то обидится и потом молчит. А мы постоянно говорим. То есть ключ в том, что не успех, а вот что нужно сделать, это постоянно общаться и говорить как есть. Да, уметь слушать, прислушиваться. Сформулировали один из таких принципов общения. В самом начале мы же не как партнеры начинали это. Инна же сама начинала. У меня роль была инвестора, по идее. После университета я не смогла найти работу. И решила она начать арендовать комнату потом и помещение. Я в роли лишь поддержка. Правильное решение было. Я в найме работал тогда. Тогда же я сказал: зачем тебе в найме работать? Работай на себя. Дал там какую-то сумму денег как инвестор. А потом уже выбор как инвестора: либо они деньги эти все, ты их потерял, либо ты продолжаешь уже, входишь и занимаешься, берешь какие-то обязанности себя и делаешь. Хорошо. Тогда, если вот все суммировать, да, общаться открыто как есть, поддерживать друг друга, при этом делить функционал и обсуждать также в целом по стратегии. И потом, чтобы контролировать, довериться нужным людям, и потом контролировать с помощью сырым и оцифровки. Тогда ключ к успеху для масштабирования в России и по миру, условно, для партнерства. Если вкратце так рассказать, то да, наверное. А так, конечно, все непросто, сложно. Хорошо. Что посоветуете, чтобы был баланс между семьей, с мужем, женой, с детьми, с работой и с бизнесом? Нужно работать над собой. В семье, в работе все зависит от тебя, и нужно развиваться. Учиться новому, изучать, вовремя отдыхать. Самое главное, нужно начинать с себя, наверное. И я пример для своих детей. Если я хочу воспитать своих детей, учить их чему-то, я должен, наверное, сам быть таким. Некоторые родители, наверное, люди загоняются, из-за семьи своей работают на 3 работах или много работают, в общем. О себе не думают. О себе забывают. Да, об отдыхе, о спорте. Без этого никак не получится. Чтобы грамотно держать этот баланс, сфер же в жизни много. И хочется и работой заниматься, надо и работой заниматься, доход приносить, и хочется бизнес строить, хочется иметь сильное окружение, каких-то друзей, поддерживать отношения с семьей, с родителями, с родственниками, воспитание детей, еще и на хобби время, да. Самое главное, наверное, это ты сам, и работа с отношениями с самым главным человеком, это с супругой, с женой. Как мы общаемся, это сказывается на отношениях в коллективе. Говорят про женскую энергию. Я к этому тоже прислушиваюсь. Я ничего сам не выдумываю, если честно. Просто в себя беру, умозаключение какое-то строю, под сомнение все ставлю, чему-то доверяюсь. Женская энергия, наверное, тоже она есть. Поэтому, исполняя свои детские мечты, стараюсь. Инины мечты, хотелки все. И от наших отношений, и атмосфера в доме, и атмосфера в работе. Как мы чувствуем, так и дети себя будут чувствовать. Так что в этом балансе все-таки ты главный и твой спутник. Хорошо, классно. Получается, нужно самому стать эффективным, реализованным, и тогда и дети на этом примере будут таким же.
Потому что вот многие же родители бывает так, что все вкладывают в детей, слишком много внимания, а сами не реализовались в конечном итоге. Да. А дети-то видят, что у родителей не получилось, и у них тоже нет уверенности. А если сам родитель реализовался, то дети будут уверены, что у них тоже получится. Что хочу сказать в конце. Вы на самом деле являетесь примером для многих якутян. Вы, наверное, даже об этом не задумываетесь, но реально вы для многих якутян примером и являетесь, что у вас и здесь получилось в Якутске, и масштабируете сейчас в Казахстане. И то, что у вас дальше будет масштабирование в Казахстане получаться и, возможно, в других странах, это тоже будет сильным мотиватором для якутских предпринимателей. Поэтому желаю вам успехов в реализации ваших новых идей и проектов, и тогда и ускорится развитие якутского предпринимательства там, за рамки Якутии и условно для экспорта. Поэтому будем следить за вашей историей. Спасибо, что пришли к нам в гости. Спасибо. Спасибо за этот опыт бесценный. Впервые на таком. Вот интересно будет посмотреть на себя со стороны, да?